Люди разных национальностей, вероисповеданий и взглядов, пришедшие по зову сердца на помощь абхазскому народу 30 лет назад, сегодня вновь все вместе собрались на абхазской земле, чтобы отпраздновать юбилейную дату победы, за которую сражались и отдавали жизни. Помню, по телевизору говорили, что там тяжелые бои идут. Я прибежала к иконе Божьей Матери на колени. Господи, помоги. Ну, не судьба. Сын Галины Диколенко, Сергей Диколенко из Адыгеи, услышав, что в Абхазии началась война, вместе с друзьями отправился на фронт, а после прислал письмо, где рассказывал матери, что она может им гордиться, ведь он выполняет особо важные задачи. Это была его последняя весточка. Сергей пропал без вести в мартовском наступлении. Долгие 20 лет в сердце матери теплилась надежда, что ее сын жив. А потом уже на 20-летие в 2013 году нас с мужем пригласили. И на плите мемориальной обнаружили фамилию сына. Тогда мы уже поняли, что ждать его уже бесполезно. Ну, потом в 2015 году нас вызывали, сдали анализы и привезли, нашли, сделали идентификацию и привезли нам ее домой, похоронили. Для участия в праздновании 30-й годовщины Победы по приглашению руководства страны в Абхазию вместе с семьями приехали добровольцы-ветераны из Кабардино-Балкарии, Чечни, Адыгеи, Карачаева, Черкесии, Северной и Южной Осетии, Юга России, матери погибших добровольцев. В тот день, когда в соседней Абхазии началась война, сын Клары Баладжиевой, Джемал Баладжиев, доброволец из Карачаева-Черкесии, сказал, что устраивается на работу и ему нужны документы. Так и ушел. Больше они не виделись. Он сказал, работать еду. На работу я ему, конечно, и паспорт дала, и на работу. Тогда еще денежки были 700 рублей. Но как бы деньги другие были. В 92 году какие-то. Вроде один раз в кафе зайти 700 рублей. Я ему 700 рублей в дорогу дала, он деньги не взял и паспорт дала. Он сказал, на работу едет, он не говорил. Факт то, что не говорил. Я узнала, когда он привез своего друга, который погибших, он привез с солдатами вместе. И он сам был военный в черной форме, и тогда я узнала. И после этого, конечно, я все время молилась, я думала, он живой вернется. И он погиб 4 июля 93 года в горах Ахмил. Клара Баладжиева каждый год приезжает в Абхазию и спешит на праздник Победы в память о сыне, который погиб, защищая горячо любимую страну. Дорогих сердцу гостей, для которых Абхазия уже давно стала вторым домом, Абсны встретила теплым бархатным солнцем и ласковым морем. С 2010 года я езжу в Абхазию по приглашению представителей абхазских. Вот я приезжаю каждый год сюда. Уже Абхазия стала мне второй страной. И как бы каждый год торопимся, спешим на этот праздник. 20 сентября приезжаем, тут нас встречают, тут нас такой праздник, вот абхазцы такие вообще. И наши дети не ошиблись в их человечности. Часть гостей разместили в курорте Пицунда, других в Сухуме, в санатории «Страна души». Организацией мероприятий по приему добровольцев занимается Кабинет министров Абхазии. Создана комиссия. Создана группа из членов аппарата Кабинета министров. Толковые, грамотные специалисты, которые занимаются этим всем. Как видите, количество людей очень большое, все это продумано, проработано, каждое имя, каждая фамилия. Все организовано на достаточно хорошем, серьезном, именно государственном уровне. Процесс идет, не все делегации еще приехали. Предварительно 250 будет находиться в курорте Пицунда, до 600 человек будет здесь. Из коридоров доносится адыгская, чеченская, осетинская речь. В холле гостиницы люди из разных северокавказских республик обнимают друг друга и делятся воспоминаниями. Казбек Ихагоев из Кабарды рассказал, что самым тяжелым воспоминанием для него стало кровавое мартовское наступление, когда погиб юный доброволец Валерий Берхамов. Ему было всего 16. Я и два адыгейца, Мурат и Алим. Мы его вытащили на нашу сторону.
И так увезли домой, похоронили. Да, День Победы вспоминать очень тяжело, конечно, это все. То, что народ Абхазии видел, чтобы ни один народ не видел. И народ весь встал, дети встали, женщины, старики, все встали на защиту своей родины. Поэтому и добровольцы помогли, поэтому добровольцы тоже пришли. От того, что добровольцы пришли бы, если народ сам не воевал бы, они что сделали бы? Поэтому достойная победа, достойного народа. Так что вы наши братья, сестры, так что мы с вами всегда. Абхазия ежегодно приглашает добровольцев вместе с семьями и матерей погибших воинов на отдых и для участия в праздновании Дня Победы. В этом году в честь 30-й годовщины Победы эти мероприятия проводятся более масштабно. Всего планируется принять около 850 человек. Гугу Савардания, Раму Камкия, Абхазское телевидение.